На 28 апреля сохраняется напряженная ситуация по выявлению новой коронавирусной инфекции. К сожалению, мы наблюдаем рост. Темп прироста по сравнению с 15 на 16 неделю увеличился на 64%. Таким образом, за последние сутки выявлено 88 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество также наблюдается в городе Якутске, 52 случая, и еще в 8 районах нашей республики. Максимально в Татинском 10, Мегино-Кангаласский 9, Чурапчинский 7, Кобяйский 4, Нюрбинский 3 и Вилюйский, Нерюнгринский, Хангаласский по одному случаю. Мы продолжаем проводить тестирование. Всего проведено 2497 исследований за сутки. И с начала пандемии проведено более миллиона исследований. Самой главной задачей остается на сегодняшний день – это вакцинация. У нас работает сегодня 44 медицинских организации, которые занимаются вакцинированием. 244 пункта открыто, в том числе 119 мобильных бригад. И по состоянию на 28 число у нас всего в республику поступило 114 412 доз вакцин. Это как Эпивак Корона, так и Спутник Ви. Получили первую вакцинацию 106 011 человек, в том числе 26 320 это лица старше 60 лет. Вторую вакцинацию, то есть полностью завершили этап вакцинации 60 449 человек, в том числе лиц пожилого возраста 14 211 человек. Таким образом, использовано на территории нашей республики 93% всей имеющейся вакцины. Мы ожидаем в ближайшее время новые поставки. Все выходные дни мы работаем в обычном штатном режиме. Буквально на всех информационных площадках уже размещены графики работы медицинских организаций. Еще раз акцентирую внимание, что все медицинские организации работают в выходные дни. Значит, участковая служба с 9 до 15 каждый день принимают вызова и обслуживают в поликлинике. Все телефоны горячих линий на сегодняшний день усилены и медицинских организаций, горячие линии непосредственно Министерства здравоохранения. Созданы и организованы дополнительные медицинские бригады для обслуживания вызовов на дому. Мы акцентируем ваше внимание, что будут предстоять длительные выходные дни. Хотелось бы, чтобы вы все-таки правильно воспринимали это направление. Это все-таки создано для того, чтобы разобщить наше общество. Постарались максимально проводить это время с семьей, малым кругом, без посещения каких-то массовых мероприятий и, возможно, каких-то там общественных центров, либо торговых центров. Хотелось бы сказать, что сегодня мы видим рост заболеваемости среди детей и молодежи, который поднимается. В прошлом году у нас такого акцента не было. Здесь вот как раз происходят изменения сегодня. Поэтому берегите детей, своих близких, родных, пожилых. Будьте здоровы. Спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба об актуальной эпидобстановке, а мы идем далее. В эфире новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте, и вот некоторые темы выпуска. Глава Якутии и министр по чрезвычайным ситуациям в Ленске обсудили подготовку к паводку и пожароопасному сезону. Какой объем сил и средств предусмотрен для борьбы с огнем в этом году? Переселение из аварийного жилья продолжается. В Хандаге идет строительство жилого дома, а в поселке Нижний Бестях уже получили ключи от квартир в новостройке.